абсолютно раскрытие передней части тела, и передняя часть тела соответствует в йоге будущему. То есть мы раскрываем сердце, и мы с готовностью и с... все, уже под конец класса у меня полностью теряется язык. Готовы встретить будущее. С раскрытым сердцем мы готовы встретить будущее. Вот. Хорошо. Теперь я показываю. Будет несколько вариантов в зависимости от вашей практики. Для начала мы начнем с ланч. Мы ставим правую стопу вперед, левое колено на пол. Обязательно, особенно на первых стадиях, мы подгибаем пальцы задней стопы. Почему? Чтобы бедра не раскрывались. Да? Мы хотим, чтобы бедра и плечи смотрели вперед. Затем, сначала мы просто выпрямляем правую ногу. Что еще помогает, кстати, это положить стопу на одеяло и на пол. Тогда будет легче ее скользить, потому что иначе там пятка начинает застревать на коврике. Выпрямляем колено, и можно даже остаться здесь, но мы не наклоняемся к правой ноге, а становимся на подушечке пальца для того, чтобы можно было наоборот поднять грудь, для раскрытия груди. Затем мы начинаем раскальзывать правую пятку вперед. Мне что еще обычно помогает, просто по чуть-чуть левое колено назад. Можно остаться здесь, абсолютно нормально, но опять-таки не здесь, да, а стараемся поднять грудь как можно выше. Дальше, если бы было два блока, можно попробовать, наверное, с одним, но все-таки, наверное, сложнее будет балансировать. Можно положить руку на блок, хотя нет, нормально. Будет такой мулабанда-чек, да? И как эти мышцы называются? Абдоминал. Так, по-русски брюшные. Ну да. Да, брюшные. Вот, брюшные мышцы живота очень напряжены, чтобы не пошло напряжение в спину. Можно остаться здесь. Еще как вариант, можно правую седалищную кость опустить на блок. Здесь, либо даже на самом высоком варианте, абсолютно нормально. Почему? Потому что в таком варианте у вас будут свободны руки. Когда свободны руки, я вам дам достаточно много времени поиграться с различными вариациями рук. Можно сделать то, что мы делали раньше. Кали мудра, прогиб назад. Можно ладони в намасте перед грудью. Можно пальцы в замок выпрямить руки. И можно намасте за спиной. Очень много вариантов. Так? Дальше, если же у вас есть полная хануманасана, я развернусь в другую сторону, чтобы было видно. Я могу дать вам еще один вариант рук. То есть, если вы абсолютно внизу, не здесь, вот это не вариант. Колено должно смотреть вниз, потому что иначе что здесь раскрывается у нас? Бедра, то есть это, вообще, я не знаю, и спина будет болеть, и все не будет болеть. Если же вы внизу, в самом же хануманасане, то можно разжать, выпрямить, да, плюснуть, вот, разжать, плюснуть. И как вариант, то, что мы делали только что, снимаем заднюю ногу и поджимаем пятку к седалищной кости, для того, чтобы выпрямить. Еще как вариант можно сделать здесь, да? Это если у вас есть полная хануманасана. В общем, куча вариантов, и у нас есть несколько минут на обе стороны, так что можете поиграться. Собака мордой вниз.